Салам достор, бүгүн сиздер менен көпчүлүк мекендештерибиздин көйгөйү болгон многофункциональный миграционный центр Сахарова жөнүндө сүйлөшөбүз. Толук дагы маалыматты бүгүн бизге профессионалдуу юрист Геннадий Владимирович маалымат берет. Добрый день, Геннадий Владимирович. Для чего, почему нужно проходить медосвидетельствование в ММЦ Сахарова? Добрый день, уважаемые подписчики. Фотографирование и дактилоскопия это проводится для того, чтобы идентифицировать иностранного гражданина, внести его изображение и отпечатки пальцев в базу, чтобы в последующем, в случае, если иностранный гражданин в Российской Федерации совершит какое-то деяние, будь то уголовное или административное, то, соответственно, по фотографии и отпечаткам пальцев можно будет его идентифицировать. Медосмотр проводится с целью выявления иностранных граждан, которые имеют инфекционные заболевания, ВИЧ, СПИД, а также употребляющие наркотические средства. И цель прохождения медосмотра – это исключить въезд таких граждан в Российскую Федерацию. Демек, мекендештер, медосвидетельствование, дактилоскопия, фотографирование Сахаровдан сөзсүз түрдө өтүш керек экен. Бул Кыргызстандын жаранын милдети экен. Когда, в какое время нужно проходить медосвидетельствование в Сахарова? Медосвидетельствование, дактилоскопия и фотографирование необходимо пройти в течение 30 дней с момента въезда в Российскую Федерацию. Но прежде необходимо зарегистрироваться. Нет. Но прежде необходимо стать на регистрационный учет. То есть, но прежде необходимо стать на миграционный учет. Давай я сейчас на кыргызском скажу. Медосвидетельствование, фотографирование, дактилоскопияны сиз эгерде Москва шаарында болсоңуз, ММЦ Сахарова барып 30 күндүн ичинде өтүшүңүз керек экен. Бул цель въезда миграционная картада работа деп, жумуш деп белгиленген болсо, 30 күндүн ичинде барып өтсөңүз болот. Если в миграционной карте цель въезда указана рабочая, то вы обязаны пройти медкомиссию, дактилоскопию и фотографирование в течение 30 дней. Если в миграционной карте указана цель въезда учеба, то медосмотр, дактилоскопию и фотографирование вы обязаны пройти в течение 90 дней. Если цель въезда гостевая, то медосмотр, дактилоскопию и фотографирование проходить не обязательно. Эгерде учеба деп кирген болсоңуз, анда 90 күндүн ичинде барып өтсөңүз болот. Эгерде гостевой деп миграционный картада белгилеп кирген болсоңуз, анда өтпөй койсоңуз болот. Повторное медицинское свидетельствование, через какое время нужно проходить? Также дактилоскопию и фотографирование. Через какое время нужно повторно сдавать? Дактилоскопия и фотографирование проводится через каждые 10 лет. Медосмотр необходимо проходить через каждые 12 месяцев в течение 30 дней. Каким последствиям приведет, если не проходить медосвидетельствование? Если вы в нарушение российского законодательства не прошли медосвидетельствование, дактилоскопию и фотографирование, то вы можете быть привлечены к административной ответственности, а именно на вас может быть наложен штраф, в том числе с выдворением, как принудительным, так и самостоятельным. В случае, если вы не прошли медосвидетельствование, дактилоскопию и фотографирование, то сотрудники полиции могут аннулировать вашу регистрацию. У нас уже были такие случаи.
И, соответственно, отсутствие регистрации влечет за собой расторжение трудового договора. Эгерде сиз Россия жергесинде жүрүп медосвидетельствование, дактилоскопия, фотографированияны өткөн эмес болсоңуз, анда сизди полиция кызматкерлери ошол документтерди текшерсе, сизди 18.11 деген статья менен выдворение кылуусу мүмкүн. Закон боюнча выдворение кылышат. Ошондой эле полиция кызматкерлери сиздин ушул документтериңизди текшергенде жок болсо, базада жок болсо, өткөн эмес болсоңуз, анда сиздердин регистрацияны дагы аннулирование кылып салуусу мүмкүн экен. Регистрацияңыз базада жок болгондон кийин аннулирование болсо, трудовой договоруңуздагы закон боюнча расторжение болуп кетет экен. Ошондуктан ушул документтерге так караңыздар. Ошондой эле Сахарова баргандан кийин анализдерин ала албай, кайра мени Ленинский проспектке жиберди, бирок барган жокмун дегендер абдан көп бизге кайрылгандардын арасында. Ошол боюнча дагы жооп берип кетсин. Что делать, если иностранного гражданина направили на Ленинский проспект на дополнительное обследование или лечение? В данной ситуации обязательно необходимо пройти дополнительное обследование и при необходимости лечения. В случае, если вы этого не сделаете, Роспотребнадзором будет наложен бессрочный запрет на въезд в Российскую Федерацию. В случае, если вы этого не сделаете, со стороны Роспотребнадзора вам будет наложен запрет бессрочный на въезд в Российскую Федерацию. Сиздерди Сахаровадан Ленинский проспектке кошумча обследованияга же болбосо дарыланууга жиберсе, анда сөзсүз түрдө барып ошол жерден айткан акчасын төлөп, ошол берген уколдорун алыш керек, же болбосо дагы кошумча обследованиеден өтүш керек. Эгерде аны кылбасаңыз, Ленинский проспектке барбасаңыз, анда сиздерге Роспотребнадзордон бессрочный запрет коюлуп калат. Что делать, если уже поставили запрет от Роспотребнадзора? Если у вас наложен запрет от Роспотребнадзора на въезд в Российскую Федерацию, вы не можете стать на регистрационный учет. Это первое. Второе, заключить трудовой договор. То есть вы будете находиться на территории Российской Федерации нелегально. Чтобы избежать этого, необходимо в обязательном порядке обратиться в Роспотребнадзор и отменить этот бессрочный запрет. Нужны ли основания для снятия запрета от Роспотребнадзора? Там родственники, граждане Российской Федерации или трудовой договор? Если у вас стоит запрет по инфекционному заболеванию, в данном случае никакие основания не помогут вам. Только справка об отсутствии инфекционного заболевания, либо справка о том, что вы прошли соответствующее лечение. Если у вас запрет стоит по заболеванию ВИЧ или СПИД, в данной ситуации может помочь только наличие близких родственников, являющихся гражданами Российской Федерации. В течение какого времени можно снять этот запрет? Запрет от Роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям можно снять в течение 2-3 месяцев. Если запрет стоит по заболеваниям ВИЧ и СПИД, то данный запрет снимается в течение длительного времени. Все будет зависеть от рассмотрения дела в суде. Эгерде сизге Роспотребнадзордон бессрочный запрет коюлган болсо, анда ал запретти 2-3 айдын ичинде чечсе болот экен. Ал запреттен чыгарыш үчүн эч кандай основаниянын кереги жок экен. Жакын туугандардын гражданствосу бар, же трудовой договордун кереги жок экен. Бир гана сизде ошол бир гана справкалар керек экен. Сизде ошол оору жок, же болбосо оору бар болсо лечениеден өттү деген ошонун негизинде гана чыгарса болот экен. Ал эми ВИЧ же СПИД деп запрет коюлган болсо, ага Россиянын гражданствосу бар жакын туугандарыңыз керек экен. Эгерде сизде Роспотребнадзордон запрет болсо, ушул экранда номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин котормочу кыздар жана юристтер сиздерге толук түрдө жардам беришет.